Мурат, салам алейкум. Я очень рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Очередной наш подкаст решили снять именно с тобой. Почему? Потому что подумали, что нашим слушателям, зрителям будет очень интересно узнать, для чего создана организация Алашара, какие цели и задачи преследует сегодня Алашара. Ты буквально все этапы прошел от волонтера до руководителя, и уверен, есть что рассказать. Не сомневаюсь, что сегодняшнее наше общение будет очень интересным и познавательным. Алейкум салам, Расул, очень приятно, что ты меня пригласил на этот подкаст. Да, давай постараемся сделать это общение максимально интересным для наших зрителей. Я думаю, что мы сможем пообщаться на какие-то сложные темы максимально простыми словами. В таком формате мы про организацию Алашара никогда не общались, поэтому давай посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас у нас такой экспромт получается, да, это не какая-то заготовка, поэтому я думаю, что общение получится очень живым, таким и настоящим. Мурат, прежде чем перейти к более важным вопросам, коротко расскажи о себе, где родился, где вырос, где учился. Родился я в ПСЖ, вырос в ПСЖ. В целом вся моя жизнь она связана с ПСЖом. Окончил ПСЖскую школу. Я в 16 лет уехал в Москву учиться в Российский университет дружбы народов. Вот, окончил университет там, вернулся в 25 лет сюда и вот по нынешний день нахожусь здесь, в Карачаево-Черкесии. Учился в Российском университете дружбы народов на инженерном факультете. Честно говоря, с тех пор, как я окончил этот университет, ни разу я ни один день не работал по своей специализации. И, знаешь, особой какой-то предрасположенности к каким-то точным наукам у меня тоже не было. Ну вот отец принял решение, чтобы я поступил именно туда. И тоже интересный такой случай. Мама у него спросила, почему именно инженерный факультет. Он говорит, даже если он ни один день не будет работать в этой сфере, все равно у него будет такое инженерное мышление, которое ему поможет по жизни. Ты знаешь, я вот с этим столкнулся уже, когда начал работать в Алашаре. На самом деле, вот изучение каких-то точных таких специализаций дает такое вот системное мышление, где ты из хаоса можешь какую-то формулу вывести и как-то вот собрать какую-то системность, какую-то последовательность, планомерность. И это вот это образование, оно очень сильно помогает мне в жизни, несмотря на то, что я вот ни один день не работал в этой специализации. Я тебя знаю не только как системного человека, но очень даже как идейного, креативного. Также я знаю, что ты, можно даже так назвать, полиглот. Ты знаешь несколько языков, учился в турецкой школе, знаешь турецкий, английский и арабский, если я не ошибаюсь. Ну, арабский я не знаю, к сожалению. Но да, я учился в турецком лицее 3 года, с 7 по 9 класс. Это здесь у нас в Карачаево-Черкесии такой лицей был. Очень интересный, давали очень серьезное образование по таким оксфордским стандартам. И все предметы, которые мы там изучали, в основном они были на английском языке. То есть мы и математику на английском изучали, и химию, и физику, и биологию, и географию. Все на английском языке, и какие-то предметы на турецком языке. Прям предмет велся на английском языке? Да, прям предмет велся на английском языке, и причем, ну, вот, достаточно в таком углубленном формате. И в 10 классе, когда я был в 10 классе, его закрыли, я перешел в обычную школу. Ну, конечно, это вот это образование, обучение в этом турецком лицее внесло такой достаточно серьезный вклад в мое становление, потому что нам многое там дали именно в плане образования. И вот в таком малом возрасте это было сложно, на самом деле. У нас, когда тогда были по 8, по 9, по 10 уроков в день, и после уроков мы еще оставались и изучали, потому что нужно было изучать и язык в первую очередь, да, углубленно, чтобы потом уже предметы еще понимать. Это было достаточно сложно, но это дало такую хорошую базу для того, чтобы дальше развиваться. Мурат, скажи, пожалуйста, впервые об организации Алашара, когда ты услышал? И как вообще оказался в этой организации? Ты знаешь, прежде чем начать говорить про Алашару, наверное, надо начать с того, как я вообще пришел в общественную деятельность там, в Москве. Ну, я приехал, как я говорил, в Москву в 16 лет, поступил в университет, начал учиться. Ну, у меня была молодость, школьная пора, обычная, как и у всех. Не было каких-то уроков, допустим, да, по
тому, где объясняется, кто ты, откуда ты, про твои традиции, про культуру. Мы все говорили на родном языке, но говорили это не потому, что там хотели, скажем так, да, а потому, что это было принято так. И мы никогда не задумывались вообще, что такое абазинский язык, кто такие абазины вообще, какая наша история. И вот я уехал в Москву, начал там учиться, и это было осенью, если не ошибаюсь. Ежегодно в нашем университете проводился День народного единства. Да, такое крупное мероприятие, и туда съезжались студенты практически со всей Москвы. Формат был таков, что каждый народ, он ставил свою палатку, выставлял свои предметы народно-прикладного искусства, люди показывали танцы, чем богата их народность. И вот мне интересно было, я пошел, посмотрел, и вот видел абхазский флаг, подходил, что-то знакомое, да, абхазский флаг, хотя мы даже не знали, кто такие абхазы, видели знакомый флаг, подходили, узнавали, интересовались, видели адыгский флаг, подходили, тоже интересовались, и вот тогда вот начали задумываться, почему вот абазины здесь не представлены, и это пошло еще более глубже, кто такие мы вообще, что из себя представляет наша история, наша культура. И вот таким вот образом эти вопросы у меня начали возникать, и постепенно это все привело к тому, что мы начали заниматься какой-то общественной деятельностью, сформировали определенный костяк активных ребят, парней и девушек, и начали проводить различные мероприятия. И нам очень сильно повезло, что там появился спонсор, у которого были финансовые возможности, и он тоже был заинтересован. И вот совместными усилиями мы проводили различные вечера, различные спортивные состязания, собрания различные, то есть, пикники проводили. И вот таким вот образом я пришел в общественную деятельность, начал интересоваться этим всем. Потом произошел небольшой такой спад, все мы начали работать, разъехались, у предпринимателей этого тоже ситуация изменилась, но благо молодые ребята нас заменили, они тоже проводили различные там собрания, мероприятия. Не в таком масштабе, конечно, потому что финансовые возможности были на тот момент максимально ограничены, но они тоже все это проводили, мы были на этих мероприятиях как гости приглашенные. И вот находясь в Москве, я как раз услышал об организации Лошара. Где-то на форуме, где-то на сайте или в группе кто-то выложил информацию о том, что Муса Хабалевич Экзеков учредил организацию Лошара. Мы о Мусе Хабалевиче до этого тоже знали, мониторили ситуацию, о каких-то значимых личностях абазинского народа, которые достигли каких-то успехов определенных в разных сферах жизни, о нем мы слышали. И вот когда я узнал эту новость, я зашел на сайт, который тоже был создан, он был такой еще не заполненный, информации там практически не было, становление Лошара только происходило. И на этом сайте был размещен устав организации. Я почитал этот устав и был в таком, очень приятном, легком шоке от того, что там прочитал, потому что это был устав не просто какой-то организации, где общими фразами все было заполнено, где говорилось о каких-то там общих моментах. Там было все максимально структурировано, максимально системно, были обозначены цели и задачи. И я понял, что здесь на самом деле работа будет достаточно серьезная, человек знает свое дело. И подход серьезный. Да? Подход очень серьезный. Меня это, конечно же, впечатлило. И с тех пор я начал следить за деятельностью организации Лошар. И вообще так сложилось, судьба сложилась. Не все же просто так, бывает в жизни. Через полгода, как только я узнал об организации Лошара, примерно через такой срок я вернулся в Карачаево-Черкесию на постоянное место жительства. Здесь трудоустроился, и вот ты как раз уже работал в организации Лошара, ты был одним из первых, который туда трудоустроился, и я начал приходить к вам в качестве волонтера, интересоваться, узнавать, чем вы занимаетесь. И вот таким вот образом я соприкоснулся с деятельностью организации Лошара. А впервые, когда Муса Хабалевич приехал в Карачаево-Черкесию, когда объявлял, что планирует открыть организацию, объявил о планах своих, это был тогда? Нет, меня тогда не было, я слышал об этом, но меня тогда не было, но я не помню, я был тогда в Москве еще, или, может быть, я только вернулся буквально только-только. Если не ошибаюсь, в 2013 году это было, мне удалось попасть на это совещание. Да, как ты говоришь, я тоже был очень приятно удивлен, что Муса Хабалевич не просто решил создать организацию, где будет возможность
очередной раз видеться, встречаться, беседовать, но он был очень серьезно нацелен на решение таких достаточно актуальных вопросов. Безусловно, да. Знаешь, нам очень сильно повезло, конечно, что организация «Алашара» была учреждена именно Мусой Хабалевичем Экзековым, потому что одно дело, когда у человека есть определенные возможности, да, финансовые, там, политические, административные, а другое дело, когда человек еще понимает реально вот глубину проблематики, глубину состояния того народа, твоего народа, и реально понимает, куда нужно двигаться, с чего начать и чем заканчивать. Поэтому вот именно это я увидел в уставе. Ты знаешь, мы, когда в Москве были, тогда еще был очень актуальна организация Эльбрусойт Карачаево-Балкарская. И ребята, которые с нами учились, карачаевцы, балкарцы, они очень часто туда ходили и вот рассказывали, как у них все это устроено. И вот нам было с чем сравнивать. Вот мы, так сказать, как котята, как-то самостоятельно чего-то там делаем, как-то самоорганизовываемся, а у них такая очень мощная структурированная организация со своими офисами, со своим финансированием. Мы это сравнивали, конечно, и имели такое представление о том, как должно быть вообще в идеале. И когда хотелось что-то подобное. Безусловно, хотелось бы что-то подобное, и так оно и произошло. И организация «Алашара», она, конечно же, если сравнивать с тем же Эльбрусойдом, занимается гораздо более обширным спектром задач. Да, я помню, после того, как начала функционировать организация в Черкесске, прямо с первых дней я помню тебя, ты приходил, сразу проявил заинтересованность, даже захотел знакомиться с планом для того, чтобы ты, как волонтер, там, как патриот своего народа, мог внести вклад в развитие этой программы. Я прям помню этот день. Ты практически все совещания посещал, интересовался. Да, мне это было очень интересно. Меня потом сделали не только волонтером, но и экспертом в каких-то определенных отделах. Да, что-то я там инициировал, уже не помню что. Но да, можно сказать, что фактически с первых дней работы я находился в организации. Знаешь, что мне еще понравилось, что ребята, которые на тот момент там присутствовали, ты и другие, они были очень сильно заинтересованы в развитии организации. Они были очень сильно заинтересованы в том, чтобы делать крутые, интересные, эффективные проекты. И от этого очень многое зависит. Человеку все-таки нужен человек идет за человеком. И когда я приходил, я видел такую заинтересованность, я видел, что люди достойные там работают, и, конечно же, мне хотелось там остаться. И таким образом постепенно меня уже пригласили на работу. С первого раза у меня это сделать не получилось. Я работал тогда в Дервейсе. Потом сложилось таким образом, что и я ушел с той работы, и как раз-таки было вакантное место в организации «Алашара», и я туда пришел. Пришел в первую очередь в информационный отдел, потом я перешел в отдел по развитию гражданского общества, и постепенно сегодня я являюсь уже руководителем этой организации. Сколько лет уже работаешь? 10 лет уже работаю. 10 лет уже прошло? Да, уже 10 лет прошло. Ура, за 10 лет, наверное, уже точно можно сказать, хотелось бы услышать от тебя, для чего была создана «Алашара». Простыми словами, цели, задачи, которые Муса Хабалевич поставил перед этой организацией, и удается ли вообще достигать эти цели, какие сложности возникают на пути решения этих вопросов, задач. Можешь рассказать? Муса Хабалевич, как потом уже выяснилось, он достаточно долго вынашивал идею создания организации «Алашара». Это, по-моему, даже кто-то из вас мне говорил, из таких старичков, которые работали в «Алашаре» с самого начала. Он рассказывал, что это не какое-то спонтанное решение. Он уже долгие годы вынашивал эту идею создать организацию и долго обдумывал, с чего надо начать, чем надо закончить, чем это все осмыслить, чем это все заполнить, как это все структурировать. И когда он уже был готов и финансово, и в плане идеологии, мировоззрения, понимания того, что нужно делать, тогда эту организацию он и учредил. И ты знаешь, организация «Алашара», она необычная организация. Она несет в себе очень огромную ценность в том плане, что та работа, которая внутри организации выстраивается, которая выстроена благодаря Мусе Хабалевичу Экзекову, она
нацелена на то, чтобы поменять ситуацию не на какие-то определенные годы, а на десятилетия, а то и столетия вперед. То есть Муса Хабалиев в себе видит это очень масштабно, очень глубоко, очень дальновидно. Он хочет поменять ситуацию в корне и создать вот такую систему в рамках абазинской общественности, которая будет и без Алашары, и без кого бы то ни было максимально естественным образом развиваться, естественным образом обеспечивать все свои потребности, и решать все задачи и проблемные моменты. Муса Хабалевич в самом начале он понимал, что учредив организацию Алашара, какой-то эффект, какой-то результат будет далеко не сразу, потому что, как он говорил, период, так сказать, стагнации, да, абазинского общества, он длился достаточно долгое время, продолжался годы. Естественно, все это расшевелить, все это запустить, каждый механизм, каждую гаечку, вообще саму систему, которая долго стояла неподвижно, для этого тоже требуется определенное время. И я еще помню, приходя волонтером в Алашару, вы там немножечко не жаловались, так еще думали, вот мы весь день, вот месяцами сейчас сидим, вот первый год только сидели и писали программу, да, что надо делать, какие проекты, какие цели, задачи, и вы уже так устали от этого, говорили, когда мы уже выйдем, будем заниматься уже какими-то практическими делами. Да, выйти в люди и начинать практически. Я помню эту атмосферу, и Муса Хабалевич, он говорил, что да, надо в первую очередь понять, чем надо заниматься, да, все это систематизировать, все это максимально прощупать, продумать, а потом уже выходить с делами. И он оказался прав. Ты знаешь, многие годы деятельность организации Алашара как будто бы не приносила плодов. Она приносила, безусловно, вносила свой большой вклад, но визуально как-то все это не особо заметно было. И вот последние буквально несколько лет я могу с уверенностью сказать, что ситуация очень сильно поменялась. Потому что, видимо, вот эти гаечки, болты, вот эти маленькие механизмы по чуть-чуть начали крутиться, и система уже начала работать максимально. И за последние 10 лет, на мой взгляд, мы сделали очень большой рывок в плане своего развития, именно абазины. И представляешь, если еще мы 10 лет вот так вот поработаем очень плотно, к чему мы сможем прийти и на каком уровне мы будем находиться. Да, на сегодняшний день проделана огромная работа. Я помню, то ли Мурат Джандара, то ли кто-то рассказывал, что лет 10-15 назад какой-то атрибут, относящийся к нашему народу, это максимум была какая-то наклейка, может быть, да, которую все клеили на номера автомобиля. Вот, а сегодня, благодаря Муса Хабалевичу, есть возможность нашим детишкам смотреть мультики на абазинском языке, очень много спортивных мероприятий, культурных мероприятий. Огромная работа была проделана за это время, и, как ты говоришь, сейчас мы уже видим плоды всей этой работы. Мурат, скажи, пожалуйста, что лучше всего получается, а что сложнее? Где народ больше подхватывает, а где чуть требует этого больше времени? Ты знаешь, в первую очередь, наверное, надо сказать о том, какую решающую роль мы хотим сыграть в жизни абазинского народа, да, в рамках организации Алашара. И сам Муса Хабалевич об этом неоднократно говорит. Самая основная задача, цель, миссия, если так вот в одном предложении сформулировать, это поменять мышление людей, поменять мышление на созидательный лад. Вот это самая, конечно, основная задача, которую мы хотим достичь, и самая в то же время сложная задача. Вот в организацию я пришел сначала в информационное отдел, а потом меня переключили на развитие гражданского общества. И вот это как раз-таки отдел, который связан с теми проектами по изменению мышления людей, да, по мотивированию, по вдохновлению их что-то делать полезное, нужное, эффективное для своего аула, для народа в целом. И, конечно же, мы с такими достаточно сложностями столкнулись в том плане, что в аулах какой-то общественной деятельности особо не было, и нужно было находить какие-то механизмы, находить слова, находить людей для того, чтобы мы могли что-то хорошее делать в аулах. И поначалу это было достаточно сложно. Не могу сказать, что сегодня эта задача полностью на 100% решена. Безусловно, сегодня то, над чем мы тоже очень плотно работаем, но ситуацию, если сравнить 10 лет назад и сегодня, конечно, она кардинально другая.
Это то, что мы хотим сделать, изменить мышление людей. Потому что Абазин отличается какой-то вот особой вот внутренней энергией, какой-то определенной силой, да, каким-то стержнем таким, энергетикой внутренней. И вот эта внутренняя энергия может позволить реализовать абсолютно любые задачи, реализовать любые проекты. И наша самая главная задача — вот этот потенциал раскрыть, и этот потенциал направить именно в такое созидательное русло. Чем больше людей совместно начали делать какие-то нужные, правильные проекты в селах, и вот в процессе этой работы, совместной работы, люди начинают вдохновляться этим, да, они начинают верить в свои силы, в свои возможности. Он, допустим, пришел, пару часов там что-то сделал, площадку помог установить, да, залил бетон, немного поработал лопатой или, может, внес там 500 рублей какие-то. И он видит, что вот такой небольшой, незначительный вклад дает такие серьезные, значительные результаты. Он вроде бы особо сильно не устал, но результат получается очень хороший. Площадка появилась, дети начали на этой площадке играть. И он начинает вдохновляться. Если я смог это сделать, я внес свой вклад, и вот получился вот такой замечательный проект. И таким вот образом человек начинает верить и в себя, и в свои возможности, и в свои силы. И все больше и больше начинает принимать участие в вот таких вот замечательных проектах. И, наверное, чуть отошел от темы, да, я уже не помню, какой ты вопрос задавал до этого, но основная задача, основная цель — это вот изменить мышление людей, начав в первую очередь, конечно же, с себя, и вдохновив людей на какие-то созидательные вещи, созидательные проекты, которые будут приносить пользу и им, и их односельчанам, и району, и республике, вообще всем людям вокруг. В продолжение темы изменения мышления я добавлю, что помню, когда вот то, о чем ты упомянул сейчас, детские площадки, спортивные площадки, когда мы в каждом ауле устанавливали, и у Мусы Хабаловича была прям четкая позиция, он приобретал оборудование, все необходимое для установки, но устанавливали сами люди, жители этого села, аула. И в этом вопросе он прям принципиально говорил, что устанавливать должны сами жители. На вопрос, почему, он говорил, на все готово, все готовое, то, что вот государство или там предприниматель, который там делает под ключ, это не сильно ценится, возможно, долго не проживет. А когда есть вклад самого народа, самих жителей точнее, им привезли, они сами там, как ты говоришь, там ямы выкопали, установили опоры, сварку сами сделали и так далее. То есть свой собственный труд ты больше ценишь, чем чужой. И вот это был одним из принципов, почему надо было все-таки самим жителям дать возможность и принять участие в этом благом деле. Это один из моментов. Второй момент, он всегда говорил, труд всегда объединяет. Труд всегда объединяет. В этом процессе это же не часовая работа, это может там, день, два, три, может месяц. Это в ходе процесса там люди там разговаривают между собой, какие-то дальнейшие планы обсуждают, они садятся там вместе, кушают, обедают и так далее. Они привлекают своих детей, соседей. В общем, такой, помимо созидательного процесса, тут еще объединительный фактор. Я помню, он очень четко об этом говорил. И вот мы, когда это говорили, почему под ключ не делается, я помню, вот Муса Хабалович, я даже об этом не думал, говорит, все-таки, как глубоко он мыслит, как далеко он видит. Ну да, так оно и есть. Мы часто слышим, да, такую достаточно известную фразу, если нужно давать человеку удочку, а рыбу он должен ловить сам, как бы это тривиально не было, но это то, что на самом деле работает. Человек должен быть максимально задействован в тех процессах, созидательных процессах, которые происходят в его жизни, в жизни его села, его района, республики. Это очень важно, и он должен вносить свой вклад. И вот такая вот идеология организации Лошара, Мусы Хабаловича Экзекова, и это на самом деле дает самые большие, серьезные плоды, исходя из нашего опыта. Вот эти общественные советы, которые были созданы в каждом ауле, опять же, я не могу сказать, что они во многом там очень идеально работают. Есть, конечно, над чем нужно еще работать, куда нужно двигаться, но для многих аулов это был огромный просто импульс в своем развитии. Для многих аулов
есть определенные аулы, которые на сегодняшний день, ну просто, наверное, недели не проходят, как они не собираются, что-то не обсуждают, какие-то проблемы не решают, не инициируют какие-то важные такие социальные проекты внутри своего аула. Это был просто мощнейший импульс. И я очень рассчитываю, надеюсь, что вот то, чем мы занимаемся, вот те цели, которые мы преследуем, будут захватывать все больше и больше умов представителей нашего народа. И в целом только благодаря им организация Алашара, она работает сегодня успешно. Знаешь, мы иногда, когда Муса Хабалевич приезжает, сидим за столом, и он так спрашивает: ну, что расскажете, чем занимаетесь, давайте говорите. И мы начинаем говорить: вот мы здесь вот это сделали, Алашара здесь вот это сделал. Он нас останавливает и говорит: ну, не вы, он очень политкорректно, не вот вы только, да, 15 человек, которые работают в Алашаре, а вот все мы, то есть весь народ, да. То есть если бы народ нас не поддерживал бы, то, ну, мало чего мы смогли бы сделать. И успешность наших проектов, нашей деятельности вот напрямую зависит от того, насколько много наших людей, специалистов в разных областях, они задействованы в наших проектах. Это вот залог успеха. Залог успеха. И на сегодняшний день, слава Богу, очень много, мы работаем абсолютно со всеми. И деятели культуры, и спортсмены, и специалисты в области языка, и волонтеры, и, ну, вот огромное количество людей вот вдохновлены тем, чем мы занимаемся. И вот благодаря им на сегодняшний день сотни очень эффективных, очень крутых, очень важных, нужных проектов реализовывается. Благодаря этим людям мы пишем программу, они нам советуют, что нужно делать. Мы же не специалисты, я не специалист в области языка, да, я как в большей степени менеджер, наверное, аккумулирую различные ресурсы, там помогаю в реализации различных проектов. Проекты в большей степени нам, конечно же, советуют специалисты, которые разбираются в этом глубоко. Они нам советуют, мы это все уже систематизируем, и вместе с этими же специалистами, с этими же людьми мы воплощаем все эти проекты в жизнь. Мурат, Муса Хабалевич не раз говорил о том, что помогают друг другу, когда там предприниматели или другие, которые проявляют инициативу, оказывают посильную помощь организации. Муса Хабалевич всегда говорит: вы не организации помогаете, вы инвестируете в свой народ, в свою нацию, в культуру, в язык, в оздоровление нации. Вот он часто об этом говорит. Как ты думаешь, действительно это так и есть? Это инвестиция, это вклад в развитие своего народа, да, получается? Это 100% инвестиция, однозначно. Знаешь, как это работает? Ну вот у тебя есть дочка, там, допустим, или сын, да, они еще маленькие. Ты же хочешь, чтобы твой сын женился на девушке воспитанной, благонравной, которая присущи там все морально-этические ценности абазинской девушки, кавказской девушки. Точно так же, если у тебя сын, точнее, если у тебя дочка, ты хочешь, чтобы она вышла замуж там за достойного представителя своей национальности, воспитанного, там, с мужским характером, надежного. Вот. Ты же этого хочешь, да? Безусловно, ты этого хочешь, и я этого хочу. Но чтобы это воплотилось в реальность, мы должны вносить свой вклад в то, чтобы создавать среду, в которой вот такие вот достойные парни и девушки росли. Невозможно так, что мой дом с краю, вот у меня вот моя семья, мои дети, вот я их воспитываю, этого достаточно. Нет, ты должен менять мир вокруг себя, ты должен вносить огромный вклад в то, чтобы создавать атмосферу, определенную среду, где молодежь у нас росла воспитанная, целеустремленная, достойная, с правильными ориентирами. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои дети вышли замуж, женились на хороших ребятах и девочках, если ты хочешь, чтобы твои дети жили в благоустроенном ауле, в хорошем ауле, где люди друг друга любят, ценят, уважают, где есть взаимовыручка, взаимопомощь, ты должен создавать, вносить свой вклад в то, чтобы менять свое окружение, менять жизнь к лучшему. Поэтому, безусловно, все, что мы делаем, все, что делают люди в рамках инициированных нами проектов, это все инвестиция. Инвестиция в себя и в своих детей, в будущее, в своих родственников, в своих близких, в своих друзей. И чем больше люди будут это осознавать, тем больше ситуация будет меняться. Поэтому однозначно Муса Хабалевич во многих странах побывал, видел, как жизнь устроена вот в разных обществах, у разных народов. И, конечно же, имеет возможность анализировать
И поэтому он говорит, что это наилучший способ вообще существования любого общества. К этому мы и стремимся, это то, что мы делаем. И ты знаешь, даже вот наш лозунг, да, вместе мы можем многое. Только вместе мы реально можем что-то многое, что-то существенное, что-то глобальное. И вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему. И чем больше мы объединяемся, тем больше у нас возможностей. Наша задача, допустим, вот если взять абазинские игры, да, игры народа Абаза точнее, многие думают, что это вот, спортивное мероприятие. Но на самом деле идеология достаточно глубокая. Через игры в первую очередь мы преследуем цель, чтобы люди объединились, чтобы они собрались хотя бы раз в год вот в таком массовом составе в одном месте, познакомились, пообщались, узнали друг друга получше, сдружились, вот знаешь, пожали друг другу, по-мужски пожали друг другу руку, и уже где-то в другом месте, когда увиделись, чтобы они тоже общались, были вот эти вот контакты, не заканчивалась эта коммуникация. И таким вот образом люди начинают объединяться, и это все рождает еще больше и больше проекты. Кто-то женится, кто-то выходит замуж, да, кто-то кого-то видит, кто-то, допустим, спортсмены объединяются, потом свои какие-то турниры проводят, это тоже частая история, да. И вот таким вот образом происходит развитие. Самое главное — людей объединить, самое главное — создать площадки для того, чтобы люди собрались, узнали друг друга, а дальше все естественным образом будет идти. Когда ты сказал про перемены, вспомнил одну притчу. Ученик спрашивает у своего учителя: «Учитель, как долго ждать перемен?» Учитель отвечает: «Если ждать, то долго». То есть, если просто ждать, то действительно придется долго ждать. Это нужно, как ты говоришь, не сидеть, вносить свой вклад в развитие своего народа. Однозначно. Да, сидеть не стоит, нужно двигаться, нужно что-то делать, нужно быть, как сегодня принято говорить, проактивным человеком, да, и тогда и жизнь твоя изменится, и все, что вокруг происходит, тоже изменится. Это очень важно, особенно для нас, для мужчин. Мы должны быть постоянно деятельными, постоянно чем-то заниматься. Помню, когда Муса Хабалевич впервые приехал, как ты ранее упомянул, первое время мы сидели, планы писали, задачи, мероприятия. Очень долго это длилось. И мы говорили, мы примерно поняли все, вот надо уже выходить в люди, работать. Он говорил: нет, примерно не пойдет. Нужно четко понимать, откуда мы стартуем и куда хотим прийти. И Муса Хабалевич с точностью можно сказать, что человек системы, системный человек, который все четко просчитывает. И вот до сих пор в организации существует система, существует четкое распределение задач, сотрудников и так далее. Мог бы ты рассказать, какие отделы существуют и кто за что отвечает? Что касается твоего вопроса по поводу структуры самой организации, она достаточно такая разветвленная, скажем так. Есть информационный отдел, отдел культуры, есть отдельная структура, вообще отдельная организация под названием Академия спорта народа Абаза, которая была создана относительно недавно, несколько лет назад, которая полностью замкнула на себе все спортивные состязания, развитие именно спортивного направления в более таком глобальном, глубоком масштабе. Отдел культуры, отдел языка, информационный отдел, юридический отдел, медицинский отдел, отдел медицины, если быть точнее, издательский отдел, отдел гражданского общества, административный у нас отдел есть. Есть отдельный волонтерский корпус в рамках направления, в рамках молодежного направления. Кстати, тоже, наверное, о нем чуть подробнее расскажу, про наш волонтерский отдел. Ты помнишь, да, вот в первые годы нашей работы, вообще работы организации «Лошара» очень сложно было найти волонтеров, ребят, которые помогали бы вместе с нами реализовывать какие-то проекты. На сегодняшний день от волонтеров просто отбою нет. Огромное просто количество волонтеров. И ты даже знаешь, мне там и другим ребятам через знакомых, через родственников звонят: а вот возьмите, пожалуйста, его волонтером, возьмите его, пожалуйста, волонтером там, на игры, на то мероприятие, на это мероприятие. То есть даже какая-то конкуренция такая происходит. И это очень хорошо. Молодежь подтягивается, молодежи интересно то, чем мы занимаемся. И знаешь, что еще самое важное? Среди волонтерского корпуса не только абазины. Очень много ребят других национальностей, карачаевцы, и нагайцы, и русские. Есть и мигрелы, есть грузины, есть греки,
абхазы есть, представители, наверное, вот многих национальностей. Это вот то, что нас радует, это то, что нам говорит о том, что ну вот то, чем мы занимаемся, выходит далеко за пределы, за рамки нашего народа. И вообще Муса Хабалевич тоже изначально это всегда говорил, что мы как лаборатория, да, он шутку называл организацию, до сих пор называет организацию лаборатории, где вот проходят какие-то различные эксперименты, и вот мы пройдем этот путь, и этот путь для других народов будет пройти гораздо легче. И мы должны делиться этим опытом и быть таким показательным примером. Да? Ну вот это прекрасная такая задача, быть примером для других, и чтобы они могли этот путь гораздо быстрее пройти, и вот на практике уже гораздо быстрее достичь целей, созидательных целей, смотря на наш опыт и вот не проходя каких-то наших определенных ошибок. Мурат, ты упомянул ранее про общественные советы, также сказал, что некоторые общественные советы очень активные, некоторые не очень. В чем зависит успех в деятельности одного общественного совета, а с какими сложностями встречаются другие аулы, советы? Можешь поделиться? Да, конечно, могу. Но, наверное, чуть подробно расскажу вообще про сам общественный совет. Если не ошибаюсь, я так быстренько проскочил и не рассказал вообще, что значит из себя общественный совет, что он из себя представляет и как мы видим его работу. Общественный совет – это некая группа небезразличных людей в каждом абазинском населенном пункте, которые вот мониторят ситуацию на местах, инициируют какие-то важные проекты, узнают о проблематиках, различных проблематики, актуальные в селе, вот, инициируют решение этой проблематики, и мы, получается, тоже им содействуем во всех этих процессах. То есть это такое некое связующее звено между организацией Лошара и аулом самим. Примерно вот так вот у нас выстроена система и работа с этими ребятами, с этими общественными советами. И да, ты прав, и как я говорил до этого, где-то очень активно, в каких-то аулах это у нас происходит, где-то чуть менее пассивно. Для кого-то это на самом деле вот стало большой отправной точкой для развития всего аула, вот создания таких общественных советов, а где-то, ну вот до сих пор все это находится в таком зачаточном состоянии. И ты знаешь, я очень долго думал, в чем вот проблематика. Вот от каждого аула к каждому ситуация разная, атмосфера разная, чуть люди разные, вообще внутренняя такая вот, внутреннее устройство аула, людей, мировоззрение, оно чуточку разное. И вот я начал анализировать в тех аулах, где работа проводится очень активно, где вот много людей вовлекается в работу общественного совета, в чем успех? И наоборот, где вот сложности определенные возникают в внутренней работе в ауле, в чем проблема, в чем сложности? И знаешь, что я заметил? Я выделил для себя вот таких вот два момента основополагающих, на которые, ну вот нам всем надо обращать особое внимание. Вот в тех аулах, где очень активная работа проходит общественных советов, люди очень сильно, знаешь, следят за тем, что они говорят друг другу. Они очень сильно, ну, вот, проявляют уважение и толерантность друг к другу. Ты не услышишь вот в этом селе, что один говорит за другого, что этот сделал так, никаких сплетен ты не услышишь, никаких разговоров за спиной ты не услышишь, это очень редкое явление. И за счет этого они очень сильно друг друга уважают. Даже когда они собираются, они настолько толерантно друг к другу относятся. Мнения же разные, да, у каждого свое понимание, каждый вот хочет по-своему что-то сделать. И они бывают и спорят, безусловно, но они это делают максимально по-человечески и по-дружески. Они выражают мнение свое друг другу, но ни в коем случае не пытаются человека как-то оскорбить или обидеть. И они могут даже немножечко жарко поспорить, но после спора они спокойно друг другу жмут руки и расходятся, и в следующий раз спокойно встречаются, жмут друг другу руки, опять садятся и опять что-то обсуждают. Вот корень их успеха, вот на мой такой субъективный взгляд. Уважительные отношения. Уважительные отношения и вот слежение за тем, что ты говоришь. Ну вот конфликты разные бывают, да, но есть люди, которые пропускают что-то мимо ушей, не говорят там вслед, да, с другими людьми об этой ситуации, не говорят что-то плохое о том или ином человеке, который, возможно, даже их оскорбил или что-то сказал не очень хорошее в их адрес.
они это все как-то вот оставляют, ну, внутри, они не распространяют это, нет сплетен, нет таких каких-то разговоров ненужных. А вот есть села, вот ты знаешь, вот ты не успеваешь даже просто посадить их за стол, как они начинают припираться, начинают иногда ругаться, вспоминают, что тот сделал 10 лет назад, что этот сказал, что этот тому пересказал. И очень часто ты слышишь различные разговоры. И, естественно, это все как будто бы парализует вообще всю работу, общественную деятельность внутри аула. Если я приезжаю и начинаю слышать вот такие вот слова, то я уже понимаю, что вряд ли что-то вот получится, вряд ли можно будет реализовать какой-то проект, потому что вот атмосфера такая вот недоверия, да, царит в целом вот из-за вот этих вот моментов. И ты вот не представляешь просто, насколько это важно, Расул, насколько это важно нам всем. Я себя ни в коем случае не исключаю. В первую очередь, я все, что говорю, я говорю в отношении себя, вот насколько важно мне, нам всем вообще очень внимательно следить за тем, что мы говорим. И это, казалось бы, легко, но и в то же время и сложно, да, вот легко просто вот следить за тем, что ты говоришь, а в то же время сложно, да, ты как бы не задумываешься, ты что-то говоришь, да, мы все эмоциональные, мы все такие люди там со своим нравом, со своим пониманием, и мы даже не осознаем, что какое-то слово, сказанное нам, это все может просто охватить десятки, а то и сотни людей. Поэтому и Муса Хабали всегда говорит, хорошее слово, любое слово, оно либо может убить человека, либо может возвысить человека. Насколько это важно, насколько это вот нужно осознавать и нужно вот следить за тем, что ты говоришь. Нужно находить друг другу оправдание, нужно вот, знаешь, быть нацеленным на что-то позитивное, все получится, все будет хорошо. Это даже в нашей религии, если посмотреть, да, Всевышний, он такой, каким ты себе его представляешь. Если ты представляешь его себе милостивым, милосердным, помогающим, он таким и будет. Но если ты постоянно настроен там на какой-то пессимизм, ничего не получится, все это тщетно, проблем очень много, их невозможно решить, так оно в целом, наверное, и будет. Да? Не наверное, а точно так оно и будет. Поэтому очень важно то, что мы говорим, и очень важно то, как мы настроены. И, к сожалению, опять же, я надеюсь, наши зрители не будут на меня обижаться, но это очень часто прослеживается у нас, у мужчин сегодня. Разные разговоры, разные слова ненужные, да. К сожалению, вот себя я в первую очередь беру, да, я как бы по себе это сужу, и потому что я слышу, поэтому... Сразу шпизазы, да, допустим? Разное бывает, считаю, разное бывает. Поэтому вот нам нужно очень внимательно к таким вещам относиться, мне, тебе, всем, нам надо очень внимательно относиться к тому, что мы говорим, потому что это то, что уходит в массы, и это то, что может реально либо парализовать абсолютно какую-то общественно важную деятельность, либо наоборот как-то вот стимулировать к решению или там к осуществлению каких-то важных созидательных проектов. Вот это основополагающая вещь, от которой нам надо вот избавляться в каждом ауле, в каждом человеке. Мы должны друг друга по-настоящему любить, по-настоящему уважать. Мы все разные, мы по-разному мыслим, по-разному понимаем разные ситуации. Это не означает, что мы не правы или наоборот мы правы. Правда, она достаточно разная бывает в понимании разных людей. Поэтому вот эта вот настоящая толерантность, она должна присутствовать. И тогда вот я вот убежден в этом, Расул, у нас ситуация просто естественным образом поменяется просто кардинально. Если каждый из нас начнет вот просто быть более сдержанным в своих словах, в своих изречениях. Мы-то импульсивные люди, да, нам это сложно, но это то, как ты вот в качалку ходишь, качаешь себе мышцы, да, и то же самое здесь ты прокачиваешь какие-то свои характеристические хорошие качества. Это тоже то, над чем надо работать. Раньше вообще праведные люди клали камешек себе в рот, да, потому что прежде чем что-то сказать, этот камень напоминал им, что вот надо бы подумать хорошенечко, стоит ли говорить то, что я хочу сказать. И это на самом деле очень важно, это архиважно, и если вот брать вопросы объединения, вопросы сплочения, вопросы доверия между людьми. И второе, знаешь, что еще вот заметил, сложности вот в плане объединения возникают в тех местах, среди тех людей, где очень часто ты слышишь какие-то причитания,
причитания, вот не получается, нам то не дают, нам это не дают, а там так сказали, а нам там то не позволили. Вот эти вот чрезмерные причитания, когда они происходят, тоже, как правило, в 99% из 100, после этого сложно что-то реализовать, людям сложно что-то делать. И это тоже вот такой момент, который нас всех парализует. И нам надо меньше говорить, много делать. Лев, да, как это говорится, если лев голоден, он встает и ест. То есть, если человеку что-то надо, он должен встать и сделать, да, мало говорить, много делать. Это очень важные моменты, на которые нам стоит обращать особое внимание, начиная в первую очередь с себя и работая в первую очередь над собой. Ты мне напомнил наше первое совещание с Мусой Хабалевичем. Спустя какое-то там время он нас собрал, не помню, полгода, год, как мы итог подводили. И вот, как ты говоришь, мы по неопытности употребляли слова «вот тяжело», «не получается», «проблема». Он всегда нас перебивал, говорил, чтобы я больше не слышал такие слова, там, что у вас что-то не получается, что вот, слово «проблема» и так далее. Он прям пристально следил за тем, что мы говорим, и всегда говорил нам: вы, тем более, выходите в люди, перед вами стоит большая задача, и нам с вами нужно постараться изменить мышление. Но вы сами за собой посмотрите, говорит, в ваших словах нет уверенности, вы там пессимистично на что-то настроены и так далее. И он прям вот и действительно много вложил в нас. Я на многие вещи начал смотреть иначе. И вот ты мне сейчас напомнил его слова. Он говорил, что не то, что даже словами следить, надо мысли даже фильтровать. Подумать, что скажешь, потом сказал. Мысль, слова, от слов к действию. То есть он всегда говорил, что и мысли, и слова формируют человека как личность. Так оно есть. Он говорит, не говорите проблемы, говорите, есть вопросы, которые нужно решить. Да? Это важный момент. Многие говорят, что вот чем позитивнее человек себя ведет, тем и позитивнее у него жизнь. Он более счастлив. У мужчин всегда сложная жизнь. Они там созидатели, они многое делают, много инициируют, все на их плечах, поэтому мы должны соответствовать своей роли в этой жизни. Как бы это сложно ни было, да, это сказать легко, но надо стремиться, опять же, вот прокачиваться. Как говорят, когда настигло там много проблемных вопросов, невзгод, когда тебе очень тяжело, вспомни, что ты мужчина. То есть на то мы и мужчины, что мы должны уметь преодолевать трудности. Брать ответственность на себя за все, не только за свою семью, но и за свой народ, за свой род, за свое село. И реально вот чем больше мы это начнем осознавать, тем лучше, легче и быстрее наши дела пойдут в гору. Мурат, хотелось узнать твое мнение. Какая национальная идея есть у нас, вокруг которого могли бы объединиться все? Но мне кажется, что сегодня национальной идеей абазинского народа должна быть демография. Вот демография – это огромная проблема для абазинского народа, в целом не только для абазинского народа. Вообще в мире эта проблематика, она очень актуальна. Все практически страны сейчас думают, даже вот, казалось бы, мусульманские страны, арабские страны, у них тоже во многих странах сейчас проблематика именно с демографией. У абазин она тоже очень актуальна, мы все прекрасно знаем, да, что абазины считаются малочисленным народом, но мне больше нравится говорить немногочисленный народ, да. И в целом, если в корень посмотреть всех наших проблем, наверное, первопричина как раз-таки заключается и в нашей малочисленности. Потому что малочисленность, и вообще даже не то, что малочисленность, а именно считать себя чем-то, вот, каким-то малочисленным народом, это все отражается на твоей психосоматике, это все откладывается в твоей подкорке головного мозга. Даже, да, вот какая-то разобщенность в каких-то других городах, в крупных городах, абазины говорят, вот мы не можем объединиться. Наверное, это тоже в большей степени связано с этой психологией, что вот нас мало, у нас ресурсы ограничены,
возможностей ограничены, поэтому мы не можем объединиться, это все к этому приводит. Муса Хабарович вообще говорил, что надо вообще избавляться от этой психологии, это абсолютно четко и понятно и естественно, надо избавляться от психологии малочисленности, надо уже этот порог в 50 тысяч человек перейти и уже забыть о таком понятие, как малочисленный народ. Это очень важно. И сегодня вот, национальная идея для абазинского народа, на мой взгляд, это должна быть увеличение своей демографии. Перестать быть малочисленным. Перестать быть малочисленным. И опять же, тут все возвращается к индивидуальному восприниманию каждого, чтобы каждый из нас, я, ты, вот все мы, представители нашего народа, поняли, что от нас зависит будущее нашего народа. Сейчас мы находимся на вот такой, на грани просто, вот на грани в том плане, что даже ЮНЕСКО говорит, да, вот народы, которые не достигают цифры в 100 тысяч человек, они находятся в огромной зоне риска исчезновения в ближайшие десятилетия. Это вот такая красный сигнал, да, для нас. И сегодня, опять же, все зависит от того, насколько мы поймем и насколько каждый из нас начнет действовать и решать эту проблематику. Я очень надеюсь, что мы сможем решить эту проблему. Я уверен, что мы сможем решить эту проблему. Нужно просто ее доносить до людей. Нужно, чтобы каждый человек осознал свою личную ответственность. И знаешь, что если говорить конкретно о демографии, что стоит еще сказать? Мы говорим о том, что нам надо увеличиваться, но насколько увеличиваться, как увеличиваться. То есть мозгу нужно дать какую-то конкретную определенную задачу. Да? Мне кажется, что должно быть две цели вот для народа в целом. Какую отметку мы должны достичь в ближайшее время, да? Как я уже упомянул, ЮНЕСКО говорит об отметке в 100 тысяч, поэтому это вот самый ближайший порог, который мы должны достигнуть. Поэтому это общенародная идеология должна быть достичь цифры в 100 тысяч человек. И должна быть какая-то индивидуальная цель, личная цель для каждого человека. Мы, кстати говоря, сейчас монтируем демографический ролик, как мы его называем, рабочее его название, где мы 7-8 различных людей сняли и спрашивали у них их мнение, как эту проблему решить, какая вообще проблематика сегодня присутствует в различных учреждениях, в различных местах, в садах, в школах. И ты знаешь, я там услышал очень важные моменты от некоторых людей. Не буду говорить, пускай это останется такой небольшой тайной, чтобы людям было интересно посмотреть сам этот фильм. Один человек сказал, что издревле наши предки, они говорили, сын есть у того, у кого их есть 3 сына. Сын есть у того, у кого есть 3 сына. И другой тоже, наш аксакал, старейшина, сказал, что раньше всегда говорили, у брата должен быть брат, у сестры должна быть сестра. То есть это то, что выходит из глубин таких это мировоззрение наших старших, наших предков, и если это сформулировать на сегодняшний день, минимум 4 человека должно быть в каждой семье, 4 человека должно быть в каждой семье, и ты знаешь, если каждый будет этой цели достигать, то демография у нас очень быстро, очень сильно и достаточно планомерно, системно будет увеличиваться. Потому что у кого-то сейчас многодетных семей в принципе много, да, у кого и 5 детей, и 4 ребенка, но есть семьи, у кого и 2 ребенка, да. И средняя статистическая получается 3 ребенка, да, или 2,5 ребенка. А если у каждого будет 4 ребенка, по максимуму каждый будет стараться, тогда у нас статистика резко увеличится. Поэтому это очень важный тоже фактор, чтобы каждый из нас такую задачу поставил. Я эту задачу еще не выполнил, сразу говорю, у меня пока 3 детей. Это то, над чем я тут... Еще будет. Да, я помню, ты в Алашаре об этом говорил, упоминал, что это ты сейчас говоришь, что там экспертов нашли, их мнение услышали. Но помню, что лет 5 назад точно ты об этом говорил еще в Алашаре, что минимум 4 надо родить. Я говорил об этом, да, и здесь видишь, из глубины веков тоже подтверждение этим словам пришло, и тогда уже, конечно, ты убеждаешься в том, что это достаточно правильные, нужные мысли. И я убежден, что это возможно. Сегодня в целом очень большая поддержка, да, от государства оказывается многодетным семьям с 3 детьми в плане выплат. Есть случаи, когда даже не работают, но они способны за счет детских
прожить, да? Да, это, кстати говоря, один из таких минусов, таких минусов вот этих вот выплат, потому что человек расслабляется, да, и как-то успокаивается. Это, наверное, не минус выплат, а минус, как сказать, это уже от человека зависит. От человека зависит, да, от восприятия, от восприятия человека. Человек, наоборот, это как дополнительный определенный бюджет, и у него больше возможностей возникает, и это должно, наоборот, его стимулировать, чтобы он двигался еще дальше, зарабатывал еще больше. А у некоторых как-то вот получается по-другому, но я думаю, что это тоже нормализуется, стабилизируется. В общем, сегодня государство помогает максимально. Максимально. Лет 10 назад люди получали по 100 рублей в месяц, да? А вот сейчас выплаты на троих – это 50 тысяч рублей. Это очень хорошая сумма, поэтому сегодня говорить о том, что не хватает денег или финансовая составляющая играет основополагающую роль, но мне кажется, это будет необъективно. И если посмотреть там на опыт различных стран, увеличиваются, там разные есть причины, но вот основную такую основополагающую причину я могу выделить, это вот идеологическая составляющая. Вот именно люди понимают, что нужно увеличиваться, они не боятся этого. Многодетность для них – это норма, и они понимают, что это важно и нужно. Это важно и нужно не только для семей, да, это важно и нужно для детей. Вот у нас 2 детей в семье, у меня старшая сестра, и я один. И мне всегда не хватало брата родного, который может тебя поддержать, помочь. Друзей много, да, хороших друзей много, но все равно родного брата ни один друг не сможет заменить. И это очень важно сегодня нам понять, что, ограничивая количество детей, мы ограничиваем и вот такую поддержку для своих детей в будущем. Представляешь, 4-5 детей, у тебя 2 брата, 3 брата, сестра. Это вот какая мощь, вырастут, какая сила. Да. Как они поддерживать, помогать. Как они будут друг другу помогать, и это ни с чем не сравнимая вещь. Поэтому нам надо очень внимательно задуматься, хотя уже думать тоже время уходит. Думать времени нет, времени нет, надо действовать, и мы должны вот поставить четкую цель, четкую задачу для каждого из нас индивидуально и вот как бы глобально для народа, что надо дойти до отметки в 100 тысяч человек. Это абсолютно все поменяет, абсолютно все кардинальным образом поменяет и ход нашего развития, и нашу психологию, наши подходы, абсолютно все поменяет. Поэтому мы должны на это сделать огромный акцент. И Муса Хабалевич последний год-два уже очень, вот он во главе угла ставит именно эту задачу. Мы в этом году тоже включили определенные проекты, в прошлом году тоже включали определенные проекты, связанные с демографией. Но это не финансовые проекты, опять же, это все, что связано именно с идеологией. И мы очень рассчитываем, что вот такая идеологическая работа, разъяснительная работа поможет нам достичь хороших результатов в этой цели. Мурат, я бы еще хотел поднять один очень важный вопрос. Вопрос сохранения языка и культуры. На сегодняшний день есть статистика неутешительная, да? Очень многие дети на сегодняшний день не знают своего языка, не то что не разговаривают, некоторые даже не понимают. Мы знаем, что очень много делается для сохранения языка. И какая на сегодняшний день ситуация в абазинском народе? Плохая ситуация, мы все это видим, мы все это знаем, безусловно. Не стоит говорить и не стоит себя утешать, что у нас ситуация очень хорошая. Вот мы много чего делаем в Алашаре, мы, безусловно, огромную работу проводим в рамках сохранения и развития абазинского языка, но все равно очевидно, абсолютно очевидно, что это приносит свою пользу, но кардинальная ситуация пока, к сожалению, она не меняется. Но в тех или иных местах можно выделить определенные аулы, вот и наши усилия там, района, усилия детских учреждений, где вот люди заинтересованы, вот сразу видно, да, вот заинтересованность определенная. Вот эти все усилия вкупе, они дают хороший результат. Но если взять глобально, конечно, проблема, она актуальна. Статистика говорит сама за себя. Каждое десятилетие детей, которые говорят на родном языке, становится все меньше и меньше. Это большая проблематика. Мы очень глубоко тоже анализировали эту тему.
думали, в чем проблема. Муса Хабалевич Экзеков выделяет огромное количество денег на реализацию различных проектов в области сохранения и развития языка, проведения различных мероприятий на абазинском языке, издание методичек, издание книг, издание журналов, издание каких-то обучающих пособий, приложений, вот огромное количество игрушки, которые говорят на абазинском языке, наглядные пособия. То есть работа достаточно серьезная, планомерная, системная, проводится многие годы. Ну, анализируя, ты знаешь, вот, кстати говоря, вот моя личная ситуация мне дала понимание того, в чем самая основная проблема. Вот у меня 3 детей, и до сих пор я работаю над тем, чтобы они знали язык. У нас абазиноговорящая семья, и то все равно они умудряются говорить на русском языке дома, пока ты их не заставишь говорить на абазинском языке. И вот в моей семье, где я каждый день фактически работаю над тем, чтобы дети знали и говорили на абазинском языке, и то эта проблематика на 100% не решена до сих пор. Что же говорить в других семьях, где люди работают, у людей там объективные причины, не успевают заниматься, да, именно в плане родного языка с детьми. Там, конечно же, наверное, ситуация еще более сложная, неоднозначная. И вот я понял корень проблемы, именно исходя из той ситуации, которая есть у меня в семье. Это, конечно же, мультики. Это не я первый придумал, да, часто люди об этом говорили, но на сегодняшний день на самом деле много времени дети тратят на то, что смотрят различные мультики на русском языке, и за счет того, что русский язык более простой, даже дело не в простоте, наверное, дело в том, что они больше сейчас воспринимают информацию через мультики. Да, и они очень обучаемые дети, они очень легко, очень быстро все схватывают. В 2-3 года он уже ориентируется в телефоне лучше, чем ты. Он там может произнести несколько слов только, но зато все уже знает, что у тебя там в телефоне происходит. То есть у нас дети более умные становятся, более такие смышленые становятся уже в маленьком возрасте. И вот такую интересную для себя информацию они получают из мультиков, из гаджетов, что вот все на русском языке, да, у нас присутствует в жизни. И мы вот стратегию на ближайшие годы полностью поменяли. Сейчас мы занимаемся очень активно созданием мультфильмов на абазинском языке. И причем для детей от 3 до 6 лет. Потому что именно в этом возрасте формируется язык, формируется знание языка, выбирает ребенок уже по умолчанию, на каком языке говорить, на каком языке воспринимать информацию. И вот мы большой упор сделали именно на это. Если раньше мы переводили и в целом, вот я смотрю, в основном переводят мультфильмы для подростков, там, для взрослых людей, да, а для детей именно маленьких мультфильмов особо не было. Ну, «Лунтик» у нас был до этого, да, «Лунтик» он тоже такой мультфильм и маленьким, и взрослым. В общем, мы сделали большой акцент на это. В этом году мы более 120 серий перевели именно мультфильмов, ориентированных на детей от 3 до 6 лет. Создали отдельный канал в Рутубе, который называется «Абаза Саби ТВ». И ты знаешь, он показывает сегодня просто колоссальные результаты. Вот за год первый мультик мы выложили в январе прошлого года, и вот сегодня январь нынешнего года 900 тысяч просмотров. 900 тысяч просмотров ежедневно, по 4, 5, 6 тысяч просмотров этих мультфильмов. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. И еще это нам говорит о том, что родители заинтересованы в том, чтобы их дети знали родной язык. Это не дети включают, это родители включают. Это очень круто. Одно дело, ты создаешь контент, другое дело, ну вот он не уходит в массы. А здесь мы видим, что в массы это уходит 900 тысяч просмотров. И к концу, наверное, февраля у нас точно будет уже 1 миллион просмотров всех этих мультфильмов вместе взятых. И в конечном итоге, конечно же, мы хотим прийти к тому, что у нас будет определенный канал, где будет огромное количество различных мультфильмов, возможно, детских передач, каких-то других передач, ориентированных на детей на родном языке. И с самого раннего возраста родители будут включать детям именно вот этот канал. Там будет разнообразие мультфильмов, и ребенку не нужно будет переключать, ему не будет надоедать смотреть одни и те же мультфильмы, да, ежедневно. Эта база должна постоянно пополняться. И за счет того, что наши дети
вот в этот маленький промежуток времени с 3 до 6 лет будут смотреть вот эти вот мультфильмы, уже у них будет база знания абазинского языка, они смогут говорить, они смогут понимать язык, а там уже дальше в дошкольных учреждениях и в школьных учреждениях они уже будут укреплять и развивать знания своего родного языка. Вот в Абхазии это очень интересный опыт. Я видел вот в прошлом году, у них вот целый канал есть с мультфильмами. Включаешь телевизор, у них целый канал с мультфильмами на родном языке. И я думаю, что это вносит тоже свой существенный, весомый вклад в дело развития абхазского языка. И я думаю, что мы тоже к этому обязательно в ближайшие годы придем. Самое главное, нам надо в этом направлении двигаться. Это первое направление. Второе направление – это вот очень актуальное направление развития искусственного интеллекта на родном языке. Мы им очень активно занимаемся, скажем так, последние месяцев 7-8. И я вижу в этом очень большую перспективу. Я вижу в этом просто отличный инструмент в деле сохранения и развития родного языка. Поясню в первую очередь, для чего. Мы сможем генерировать свои мультфильмы, мы сможем генерировать свой видеоконтент, свой визуал, причем сотнями, может быть, тысячами на абазинском языке. Искусственный интеллект сегодня автоматически переводит все видео, которые есть на Ютубе, которые есть на Рутубе, он может переводить на разные языки. И если, точнее не если, а когда абазинский язык появится, когда вот нейросети изучат абазинский язык, у нас появятся вот такие вот возможности. И вот все, вот вся электроника, она будет с тобой говорить на абазинском языке, она будет писать, там, переписываться с тобой на абазинском языке. То есть ты по-настоящему сможешь создать цифровую абазинскую среду, где вот этот язык для ребенка, для людей будет слышен отовсюду. И это, конечно же, будет способствовать тому, что произойдет такой переломный момент в знании родного языка нашими детьми. И я на это очень сильно рассчитываю. В прошлом году мы запустили совместно с Министерством по делам национальностей Яндекс.Переводчик на абазинском языке, на абхазском языке. Он тоже был запущен параллельно энтузиастами из Абхазии. Сейчас мы работаем над 4, даже 5 такими крупными проектами в области искусственного интеллекта, обучения искусственного интеллекта абазинскому языку. И вот в ближайшие 3 года я убежден, что мы достигнем тех целей, которые мы перед собой ставим, и ситуация у нас с тех пор начнет кардинально меняться. Мурат, как ты упомянул выше, это действительно круто, очень хорошо, что столько всего делается для сохранения языка. Хотел бы немного дополнить, но на мой взгляд, лично мое мнение, сколько бы всего не было придумано, что бы ни делалось, без участия родителей, без желания родителей научить ребенка говорить на родном языке не получится. Да, сегодня мы уже на другом уровне, когда там и искусственный интеллект, там и мультфильмы и так далее, но ребенок не способен, если он с детства не знал языка, выучить язык, не знаю, там, в подростковом возрасте, это уже для него как иностранный язык. Ему будет очень тяжело выучить язык, поэтому я глубоко убежден, что какие бы мультики, какие бы фильмы, на каком языке не смотрели дети, если они будут расти в абазинской семье, неважно в какой национальной семье, если он будет слышать, если с ним будет разговаривать на родном языке, и никакой мультик, никакой гаджет ему не помешает выучить и знать свой язык. Ну, это мое мнение, потому что я знаю много примеров, когда даже Муса Хабалевич, не будем далеко идти, он в Питере живет, его дети, наверное, чаще всех сталкиваются с русским языком. Они тоже, наверное, не выросли без гаджетов, без телефонов, но тем не менее они знают свой язык. У меня есть братья, сестры, которые живут в Черкесске, их дети до сих пор, не то что до сих пор, но вот их старшие дети знают абазинский язык, на что мне говорили, ну тогда было другое поколение, но у них есть дети и 4-5 лет им, это уже такой возраст проблемный, да, когда все переключились на русский язык, но и тем не менее они знают свой язык, потому что весь день 24/7 слышат абазинский язык. Есть другие родственники, чьи дети тоже, находясь
живут в абазинских аулах, но их дети почему-то переключились на русский язык. Тоже на вопрос, почему, отвечают, вот мультфильмы, гаджеты и так далее влияют. Мое мнение, гаджеты, мультики, фильмы и так далее на русском языке, они ускоряют процесс изучения русского языка всего лишь, а не отнимают родного языка. Ну, это мое мнение. Мои дети тоже знают русский язык, но я их этому не учил абсолютно. Как ты говоришь, правильно, согласен с тобой. Весь язык они выучили полностью благодаря мультикам, благодаря телевизору и так далее. А язык можно только выучить благодаря тому, что они будут слышать родной язык от родителей. Ты знаешь, ты, безусловно, во многом прав. Это твой опыт, твое видение, вот твой конкретный пример в семье, как ты с этим столкнулся, да, в твоей семье. Но чтобы быть максимально объективным, нужно смотреть на опыт других там родителей. Да. Вот я могу тебе однозначно 100% сейчас сказать по своей семье, что зачастую просто разговоры на родном языке в семье этого недостаточно. На разных мероприятиях, на разных собраниях, когда мы говорим о том, что сегодня уже недостаточно просто говорить на родном языке в семьях, очень многие как бы на своем примере дают понять, что да, вот мультики зачастую играют такую решающую роль. Не всегда, не везде. Безусловно, основа – это то, что ты должен говорить на родном языке. Невозможно, что ты вот говоришь дома только на русском языке, включаешь абазинские мультфильмы, и он там будет говорить по-абазински. Это, наверное, можно исключить. Это как вспомогательный, получается, элемент для абазинских семей, которые и говорят дома на родном языке, и точно так же включают мультфильмы на родном языке. Поэтому, опять же, возвращаясь к моему разговору, это, безусловно, не какая-то там панацея, основа, правильно ты говоришь, это вот речь должна быть абазинская всегда в наших домах, но это будет очень существенным, очень серьезным вспомогательным элементом, инструментом, абазинские мультфильмы, вообще абазинский контент, для того, чтобы ребенок гораздо легче, быстрее переходил на абазинский язык, знал его, изучал и практиковал. И возвращаясь к тому, что ты сказал, что основополагающий фактор – это заинтересованность родителей в том, чтобы дети знали родной язык, это тоже абсолютно 100%. И я ранее говорил, что вот 900 тысяч просмотров этих мультфильмов дает нам понимание того, что реально очень многие родители сегодня заинтересованы в том, чтобы их дети знали родной язык. Это вот для меня самый-самый важный основополагающий фактор во всей этой деятельности, что есть большой отклик от родителей, есть осознанность такая, да, что вот нужно включать мультики, нужно вот заниматься сохранением родного языка. И это такой вот, достаточно хороший пример для нас, чтобы мы поняли, что мы делаем на самом деле правильную вещь. Надо использовать все, нет какой-то определенной панацеи, нет какого-то определенного ключа там, или определенного проекта, который мы вот реализуем, и все вот кардинально резко изменится. Нужно вот в комплексе работать, да, в комплексе над этим всем работать. И на наш взгляд, на мой взгляд, именно в плане детского контента у нас очень сильно проседает это дело, и мы будем параллельно, конечно, параллельно всем остальным проектам, которые мы делаем в области сохранения языка, заниматься и вот этим важным, на наш взгляд, проектом. И искусственным интеллектом, и переводом мультфильмов. И я убежден, что на 100% Аллахи хустан, мы своих результатов обязательно достигнем. Мурат, а зачем нужен вообще абазинский язык? Вот в наше время, в современном мире, мы легко можем без него обойтись. Ты знаешь, это глубоко философский такой вопрос, о котором мы очень достаточно долго думали, дискутируем. Мы с тобой не раз, по-моему, дискутировали на эту тему и внутри нашей организации, потому что это актуальная вещь, да, для более взрослого поколения, для людей, наверное, это абсолютно очевидно. Они тебя не поймут, даже, наверное, разозлятся, если ты у них спросишь, а вообще зачем нужен абазинский язык? Потому что для них это не вопрос, то есть это что-то само собой разумеющееся, что-то по умолчанию. Но для подрастающего сегодня поколения на самом деле это актуальный вопрос. Многие задаются вопросом, а зачем мне это? Вот это никак не способствует тому, чтобы я стал более успешным, более развитым, более умным, более богатым, да, вот. Это как будто бы, может быть, даже и нагрузка
Вот на самом деле вот так вот некоторая молодежь современная это воспринимает. Лишняя трата времени, сил. Лишняя трата времени, лишняя трата сил и вообще просто непонимание, зачем, для чего. Что это мне даст конкретно, да? Мир сегодня такой, к сожалению, да, и нужно вот такие вот простейшие вещи, которые для нас были некой вот аксиомой, нужно такие простейшие вещи детям объяснять, причем на их языке, исходя из их понимания, исходя из их мировоззрения. Понимаешь, человек родился тем, кто он есть. Вот у него есть определенные химические элементы, да, что-то у него течет в его крови, которое передается от его предков. У него есть определенная ДНК, определенные хромосомы, которые содержат определенную информацию, которая передается из поколения в поколение. Y-хромосома, она не меняется. Передается различная другая информация и по женской линии. Это то, кто ты есть, это то, с чем ты родился. Ты рождаешься каким? Абсолютно полноценным человеком, да? И есть такое понятие, как генетическая память. Вот эта генетическая память, которая тебя связывает со многими поколениями, которые шли до тебя и по мужской линии, и по женской линии. И когда ты вот рождаешься, когда ты становишься, когда ты от какой-то части своего естества, скажем так, отказываешься или что-то недополучаешь, ты в той или иной степени становишься в какой-то степени неполноценным. Тебе как будто чего-то не хватает, понимаешь? Вот ты можешь быть и успешным, и сильным, и не знаю, как сегодня говорят, проявленным, психологически устойчивым, знаменитым, если для тебя это так важно. Но вот ты будешь всегда ощущать какое-то отсутствие, какую-то вот определенную пустоту, какую-то вот недосказанность, какую-то нехватку. Это как, знаешь, вот ты собрал большую мозаику, да, определенную, и одной маленькой детали где-то внизу не хватает. Свою идентичность. Да, вроде бы картина, она, понятна, она видима, ты понимаешь, что на ней изображено, но все равно вот эта маленькая деталь, отсутствие этой маленькой детали тебя беспокоит, сколько бы раз ты не смотрел бы на нее, да. Она вроде бы какую-то решающую роль в этой композиции не принимает, но вот у тебя есть какое-то беспокойство, вот почему этой детали нету, интересно, да? И это как-то тебя дестабилизирует. И знаешь, вот эти вот вибрации, которые дает, как Муса Хабарович говорил тоже, он тоже изучал, общается с знающими людьми. Вот эти вот вибрации, которые дает всему твоему организму, каждой твоей молекуле, вот эти вибрации, которые дает твой родной язык, они ни с чем не сравнимы. Это то, что тебя делает тем, кто ты есть. Поэтому это даже вот с такой медицинской, психологической, психосоматической точки зрения очень важно просто сохранять то, что ты должен быть тем, кто ты есть, чтобы быть максимально полноценным человеком. И это максимально важно для тебя в первую очередь. И это на каком-то генном уровне все равно рано или поздно человек понимает, да? В молодости, может, для него это не принципиально было, потом он взрослеют его дети, и вот с возрастом ты начинаешь понимать важность, что нужно быть тем, кто ты есть. Всевышний создал тебя не просто так, вот абазином, карачаевцем, черкесом. Он создал тебя для определенной цели, для определенной задачи, и ты сохрани то, что он тебе дал. И язык, и культуру, и основу, определенную ментальность. Тем более вот эта вот ментальность и вот эти определенные основы, они как раз-таки и дадут тебе возможность к какому-то личностному росту, к какому-то личностному саморазвитию. Вот у абазин, опять же, максимально объективно, вот очень, очень большой потенциал, очень большие резервы, очень большие ресурсы, внутренний стержень такой, знаешь, вот среди абазинского народа имеется, и этот потенциал дает изначально уже, возможно, даже какое-то небольшое преимущество перед остальными людьми, и просто нужно это использовать, нужно это сохранить, нужно это приумножить и сделать таким трамплином для дальнейшего своего развития, для достижения каких-то важных, значимых результатов для твоей жизни. Спасибо, Мурат. Расскажи, пожалуйста, еще. Мы знаем, что ты также увлекаешься ножеделием. Как ты к этому ремеслу пришел? Как ты увлекся? Ты знаешь, совершенно случайно никогда не думал, что я могу когда-то увлечься ножеделием. У меня даже в голове не было. И я вообще вырос такой, несмотря на то, что я жил в ПСЖ, и с детства прожил в ПСЖ, все равно такой больше городской образ жизни, что ли, у нас был. И
меня всегда подкалывали, можно так сказать, друзья, говорят, ты вообще белоручка такой, белоручка. По сути, наверное, таким я и был. И когда они узнали, что я начал делать ножи, они говорят, ничего себе, чтобы ты там делал ножи, что-то там руками, чтобы ты вообще понимал, как это все функционирует. И, своими белыми ручками? Да, своими белыми ручками. Они прям удивлялись. Я говорю, я сам удивлен, честно говоря. Видишь, опять же, потенциал, он раскрывается по-разному. Я просто познакомился с ножеделом, с Зурабом Такушиновым. Он тоже уникальный, у него ситуация уникальная в том плане, что он единственный, кто остался из Абазин, кто владел этим ремеслом. Это ремесло ему передал его дядя, когда ему было 6-7 лет. И он обучился, и с тех пор занимался различной деятельностью. Там на севере очень долгое время жил. Так, для себя, может быть, делал 1 нож в год или в 2. Потом вернулся сюда и как-то начал тоже в таких кустарных условиях этими ножами заниматься. Мы о нем узнали в организации Алшара совершенно случайно. Познакомились с ним, пригласили. Человек очень хороший, человек абсолютно понимающий. И, конечно же, мы поняли, что его знания, они уникальные, это надо сохранить, потому что больше, кроме него, никто не знал всю эту технологию, вообще формы, разновидности и процесс вообще создания этих ножей. И мы с Мусой Хабалевичем поговорили, объяснили ситуацию, он, конечно же, поддержал этот проект. И совместно, кстати, с Тлябичевым Карабеком, тоже ему большое спасибо, и Тлябичев Карабек и Муса Хабалевич, благодаря им мы сделали мастерскую для него и с условием, что он будет набирать учеников и обучать этому ремеслу подрастающее поколение. Мы сделали ему эту мастерскую, и в процессе общения вообще мы так сдружились. Он говорит, давай я тебя тоже научу, говорит, делать ножи. Я говорю, я не приспособлен вообще к какой-то такой деятельности. Он говорит, да ладно, 1 нож хотя бы сделаешь, там подаришь кому-то. И как раз были январские выходные, я думаю, давай, попробую что-то сделать. И сделал 1 нож, 2, 3, 5, и вот так вот понеслась, так сказать. И сегодня это такое хобби мое, делать ножи. И вроде бы неплохо получается. Освоил это ремесло. Да. Освоил это ремесло, да. Говоря о потенциале, о котором ты говорил ранее, действительно, потенциал все-таки... Знаешь, что-то просыпается. Ты подтвердил тем, что потенциал у нас большой, ты разносторонне развитый человек, да, кто бы мог подумать, что ты мог освоить и эту профессию. Сам лично видел твою работу, очень хорошее качество, я тебе желаю, чтобы ты, и не только ты, вообще все ребята, которые этим занимаются, на сегодняшний день ваше имя уже звучит за пределами нашей республики, и желаю дальнейших успехов в этом деле. Спасибо большое. Ты не стесняйся, заказывай у нас ножи, мы будем с удовольствием тебе их делать. И вот опять-таки, возвращаясь к разговору о генетике, о какой-то генетической памяти, когда я начал делать эти ножи, потом узнал, что у меня какой-то близкий родственник, по другой определенной линии, был каким-то очень известным кузнецом. Опять же, это все не 100%, да, не однозначно, но все равно это какая-то информация. Возможно, сыграла роль. Да, возможно, какая-то информация, которая тоже сохранилась у тебя где-то в подкорке, где-то по твоим венам бегает. И поэтому это очень важно, знать, кто ты и откуда, знать, кто ты есть, и быть тем, кто ты есть. Также хотелось узнать, какая работа проводится на сегодняшний день по сохранению и развитию культуры, какие-то, может быть, интересные проекты планируются в ближайшее время? Ты знаешь, интересные проекты у нас всегда планируются, интересные проекты у нас всегда осуществляются. В области культуры тоже очень плотная, достаточно объемная, обширная работа проводится с момента вообще организации, с момента создания организации Алшара. И последние несколько лет очень большой упор в области культуры мы делаем на фиксирование, наверное, определенных обычаев, традиций, которые малоизвестны сегодня в абазинской среде, и фиксируем мы это через создание различных видеороликов, документальных фильмов о том, как жили наши предки, о том, какие особенности культуры были присущи и сегодня присущи абазинскому народу. За последние 3 года снято свыше 15, я бы сказал, около 20 различных документальных фильмов, роликов по абазинской культуре. Как раз к вопросу о ножах, мы тоже документальный фильм сняли о ножах.
абазинского народа, очень интересный. И вот через такие вот видео, в первую очередь, и наш народ узнает для себя что-то, к сожалению, возможно, далеко забытое. И о нас начинают говорить, и о нас начинают узнавать большое количество людей далеко за пределами нашей республики. Многие же спрашивают, кто такие абазины. И в первую очередь, чтобы узнать, кто мы такие, они заходят в интернет, начинают искать информацию, скорее всего, в большей степени видео, какие-то видеоматериалы. И вот как раз-таки у нас сейчас огромное количество различных видеоматериалов по нашим особенностям. В прошлом году был снят документальный фильм об абазинской свадьбе, как вот раньше играли абазинскую свадьбу. Очень много различных роликов по определенным отдельно взятым обрядам. Всем, кто не видел, конечно же, рекомендую зайти на наш YouTube-канал и посмотреть эти ролики. В целом, сегодня в рамках отдела «Культура» мы занимаемся очень активно воспитательной деятельностью именно детей, да. Неотъемлемой частью вообще отдела «Культура» является у нас женский совет. Мы говорили про общественный совет, нужно обязательно тоже упомянуть про женский совет. Очень активный у нас, это очень активная структура, и по названию понятно, да, что там состоят женщины наши. В каждом абазинском ауле есть свой актив женщин, которые занимаются очень активной деятельностью и в большей степени связанной с возрождением, популяризацией, распространением абазинской культуры. Помимо того, что они принимают активное участие в этих съемках, они также сделали такие методички по традициям абазин и для женщин, и для мужчины. И по этим методичкам они проводят, мы в целом проводим вот такие интересные лекции, семинары и в дошкольных учреждениях, и в школьных учреждениях. Это очень круто, очень интересно. И это то, что меняет ситуацию изначально. Да? То есть наша задача, если говорить про такую глобальную, тоже одну из задач, одну из целей, которую мы преследуем, это создать максимальные условия для гармоничного развития каждого человека, да? Потому что основная ценность организации Лошара – это люди. Вот человек, абазинка – это основная ценность для нашей организации. Мы должны создать максимальные условия для его развития, для его становления как личности во всех сферах его жизнедеятельности. Поэтому вот с самых малых лет мы начинаем с ребенком работать и по преподаванию ему абазинского языка, и по приобщению его к культуре, к традициям, к спортивной составляющей, чтобы он был сильным, умным, смелым, психологически устойчивым, и при этом знал свой родной язык, и знал свою культуру, знал определенные особенности. И именно вот эта работа с детьми, именно этой работе с детьми мы придаем особое значение. И вот такие вот проекты, конечно же, они вот формируют уже определенную ментальность, формируют определенную личность девушки, личность мужчины. И, конечно же, вот на такие проекты мы очень сильно ориентированы. Огромное количество различных других проектов и по культуре. У нас, к сожалению, времени не хватит, наверное, сегодня об этом всем рассказать. Наши двери, так сказать, всегда открыты. И мы с большим удовольствием будем делиться всем своим опытом и всеми своими знаниями для тех, кому это интересно. Мурат, говоря о проектах, не могу не спросить про фонд народа Абаза. Я знаю, что есть определенный результат у этого фонда. Хотела, чтобы ты немного поделился, рассказал об этом проекте. Это очень хороший проект, очень крутой проект. Национальный фонд народа Абаза. Мы его создали примерно лет 6, наверное, назад. Вообще про идеологию и к чему и почему мы его создавали. На сегодняшний день, когда что-то происходит или в ауле, или вообще среди абазинского народа, в первую очередь, или какое-то мероприятие аульчане хотят провести, в первую очередь, что они делают? Они подходят к предпринимателям, да, и просят их оказать содействие реализации того или иного мероприятия. И львиная часть расходов обычно ложится на их плечи. Но ты сам прекрасно знаешь, не понаслышке знаешь, что у них тоже очень сложная ситуация, у людей, у которых есть какие-то финансовые возможности, какой-то определенный бизнес, у них тоже очень сложная ситуация. Далеко не всегда у них есть возможности финансовые оказать содействие в реализации каких-то проектов. И вообще, практически дня не проходит, чтобы кто-то не приходил и не обращался бы за помощью. Да, ситуации бывают разные, кто-то болеет, к сожалению, кто-то что-то хочет сделать, кого-то нужно на соревнования отвезти. Естественно, их возможности, их ресурсов далеко не всегда
хватит на все вот эти вот нужды, потребности нашего народа. И мы начали думать, и мы как бы анализировать ситуацию, анализировать опыт других народов, более успешных, более финансово состоятельных, более многочисленных. И вот, безусловно, все вот эти вот народы развиваются именно благодаря тому, что у них есть определенные фонды, финансовые фонды, куда люди, не только предприниматели, но и обычные люди ежемесячно, не знаю, ежеквартально перечисляют денежные средства, и доверенные люди потом эти деньги распределяют по определенным направлениям. Мы сказали, нам надо попробовать, безусловно. Это что-то такое, конечно, новенькое для абазинского общества было на тот момент. И мы, конечно же, решили попробовать, создали расчетные счета для каждого абазинского аула и договорились со Сбербанком онлайн. Они пошли нам навстречу, тоже вот в Сбербанке онлайн они вот эти расчетные счета отобразили. И с тех пор мы как бы объявили об этом и начали собирать денежные средства на каждый абазинский аул. И на сегодняшний день любой желающий, который хочет какую-то сумму перечислить на какие-то нужды для своего аула, имеет все возможности через Сбербанк онлайн сделать определенный взнос. И за последние 6-7 лет, ты знаешь, очень хорошо себя этот проект показал. Ежегодно не менее 5-6 проектов мы реализуем за счет этих денежных средств собираемых. И я сейчас точную цифру не могу сказать, но не менее от 30 до 35 проектов мы реализовали за этот период. Можно сказать, что это не так много проектов, но с другой стороны важен сам факт объединения, сам факт того, что люди готовы какую-то сумму перечислять, какую-то сумму аккумулировать на нужды своего аула, это уже нас очень сильно радует. Но если в денежном эквиваленте посчитать, мы собрали за эти годы не менее 6 миллионов, чуть более 6 миллионов рублей на все эти проекты. Это спортивные площадки, детские площадки, стелы на въезде. Вот в твоем ауле, в Жичкуне, как раз-таки сейчас стелу мы через этот фонд возводим. Стелы на въезде, облагораживание сельских кладбищ, мечети облагораживали, покупали спортивные костюмы для футбольной команды, насосную станцию модернизировали в одном ауле. И вот такие вот проекты, на самом деле, социально значимые, были реализованы через Национальный фонд народа Абаза. И каждый проект софинансируется Мусой Хабалевичем Экзековым, тоже он заинтересован в том, чтобы люди какую-то часть денег собирали, и он со своей стороны тоже помогает реализации тех проектов, на которые они собирают денежные средства. Получается, определяется сбор на тот или иной проект. А кем определяется проект? Кто инициирует, что в этом ауле нужно... Да, это важный момент, который тоже нужно обозначить. Организация Алашара только занимается хранением, аккумулированием этих денег. То есть мы не решаем, куда эти деньги будут направлены. Это деньги, которые принадлежат аульчанам, аулу. И только они могут решать, на какие средства, на какие проекты направлять эти деньги. Есть общественные советы, о которых мы говорили, есть там сельская администрация, депутаты. В целом, в большей степени это вот все они входят в общественный совет, они собираются и решают, куда эти деньги направлять. По-разному это все происходит. Иногда вот люди собираются, когда денег мало на расчетном счету, они могут собраться и сказать, давайте-ка мы сделаем вот это и начнем собирать деньги. И вот они решают, и мы объявляем сбор у себя в социальных сетях, вот на такой-то, такой-то проект нужна такая-то, такая-то сумма, Алашара софинансирует такую-то сумму, нужно дособрать вот такую сумму. И начинается сбор, месяц, 2, 3, сумма собирается, и проект реализовывается. Иногда бывает обратная ситуация, уже сумма какая-то хорошая собралась, 200, 300, 400 тысяч, и люди собираются и решают, куда эти деньги направлять. И они вот принимают решение, нас об этом уведомляют, и мы эти денежные средства направляем туда, куда они приняли, куда они вот захотели их направить. Документальное сопровождение полностью нами оказывается, бухгалтерские вопросы тоже нами решаются, юридические вопросы нами решаются. А все решения сами принимают жители. И ты знаешь, этот проект, он еще очень сильно актуален, интересен в том плане, что чаще всего, 90% случаев на эти деньги покупаются материалы, то, о чем ты говорил, да, и возводится
жителями, да, вот эти объекты, они возводятся самими жителями. То есть они и деньги собирают, и сами как бы объединяются, сами сплочаются. Кто-то там может сварочными работами заняться, кто-то что-то выкопать, кто-то что-то поднять, перенести. И вот таким вот образом вот, на самом деле решаются многие задачи. И деньгами люди помогают, и силами люди помогают, и возводят, а потом все радуются тому, что они вот так вот объединились, и в их ауле появился вот такой замечательный, очень нужный объект. И, безусловно, мы это направление будем продолжать. И чем больше мы его популяризируем, тем больше людей подключается. И, конечно же, здесь тоже важный момент, который нужно отметить. Мы хотели бы, чтобы люди системно помогали. Не разово помогали, а именно системно. Мы хотим, чтобы, допустим, каждый представитель нашего народа ежемесячно скидывал 100 рублей. В месяц 100 рублей. Можно поставить автоплатеж в Сбербанке онлайн, и автоматически эта сумма будет перечисляться ежемесячно один раз. 100 рублей, 200 рублей, неважно, но хотя бы 100 рублей. И если каждый внесет 100 рублей? Конечно, 1000 человек, если внесут 100 рублей, там вот, допустим, Инжичкун возьмем, 1000 человек внесут 100 рублей, это будет 100 тысяч рублей ежемесячно собираться. Мурат, огромное тебе спасибо за столь интересную и познавательную беседу. Напоследок, если есть что сказать? Напоследок, что я могу сказать? Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. И как мы уже до этого говорили в своем подкасте, все зависит от того, насколько мы готовы, Абазины, вот мы все вместе готовы включиться в процесс. Чем больше нас будет включаться в процесс, тем больше у нас будут результаты. И ты знаешь, я вот еще одну вещь скажу, наверное, напоследок, это будет как раз кстати. Я достаточно часто на разных мероприятиях это говорю, но скажу еще раз. Вот определенную цитату Мусы Хабалевича, которую я запомнил вообще и услышал, фактически после нескольких месяцев моей работы, как только я пришел на работу, он приезжал и встречался с молодежью, с волонтерами, с молодыми людьми, и отвечал на их вопросы, общался, рассказывал, для чего вообще организация была создана, какие цели, задачи она преследует. И он сказал одну цитату, я тогда в информационном отделе еще работал, и она просто въелась в мою память, и вот до сих пор я ее помню, и очень часто ее повторяю. И повторю сейчас один раз на камеру. Он сказал: у нас сегодня есть все возможности для того, чтобы достичь такого уровня в своем развитии, о котором наши отцы могли только мечтать. Но для наших детей это уже будет отправная точка, трамплин для еще больших свершений и достижений. Очень глубокая цитата, которая очень отразилась у меня в сердце. И на самом деле так оно и есть. Чем больше мы сегодня сделаем, чем выше мы поднимем планку, чем выше эта планка будет, тем выше наши дети будут стартовать, и чем выше они будут начинать для того, чтобы достичь еще больших свершений, еще большего развития. Поэтому наша задача сегодня на самом деле осознать, что эту планку мы должны повысить максимально высоко и сделать такой хороший задел для тех поколений, которые будут идти после нас. Я не надеюсь и уверен, что даст Бог, даст Аллах, мы обязательно это сделаем и достигнем максимальных высот и вложим максимальное количество своих усилий для этого. Замечательные слова. Спасибо, Мурат. Спасибо, Расул.